Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вас ждет? Резкий поворот событий. Загадайте, пожалуйста, на себя, на резкий поворот. И, конечно же, загадайте свой срок. Давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, не забывайте, что отсыпочка у нас общая, чужого не берите, но и свое не упускайте. Какой-то человек прогнется. Вот знаете, держался, как струна был, такой прям аж натянутый, весь нервный, я бы сказала, психического такого, знаете, истерического склада. Вот, и прям такой держался, звенел, а потом раз и прогнется. Причем прогнется под вас. А это может быть ваш партнер, это может быть кто-то из родственников, кто-то из знакомых, какие-то лица, да, там деловые связи, может быть коллеги, но кто-то прям очень нервный и, я бы даже сказала, немножко агрессивный. Прогнется, вы глазам своим не поверите. Даже немножко опешите, скажете, ну надо же, кто бы мог подумать. Вы уже были готовы руки опустить, а тут раз и прогнулся. Знаете, когда идет до этого человека, что вы были абсолютно правы, либо человек наконец-таки поймет, что вы не плохого хотите, а наоборот хорошего, не только, например, для себя, но и для этого человека. Ну, для всех хотите хорошего. Видите, как выгнулся, прогнулся перед вами. Ой, ну это чудесно, это во благо, вы молодец. У вас, кстати, очень талант серьезный есть в плане вот уговорить человека, либо поменять мнение человека. Вы умеете подбирать нужные слова, вы знаете, как воздействовать. У вас это, знаете, как в крови, да, талант в крови. Возможно, кто-то из ваших предков как раз-таки подобным и занимался. Да? Может быть, люди были проповедниками, люди могли быть всякими там юристами, судьями, люди могли быть, кстати, и артистами. Да? Есть такое, есть. У вас к этому явно есть талант, и человек прогнется. Дальше, мои хорошие, резко поменяются отношения между мужчиной и женщиной. Причем поменяются в лучшую сторону, конечно же. И тут еще укрепление идет связи между мужчиной и женщиной. Сейчас вы либо в каком-то подвешенном состоянии, как между небом и землей, либо у вас очень много конфликтов с мужчиной. Да? Ну, если смотрит женщина, то с мужчиной, если смотрит мужчина, то с женщиной. Постоянно вот как нет единого целого между вами, как штормит ваши отношения. Укрепятся связи между вами. Вы друг друга больше ценить будете, и друг к другу будете больше открыты, либо расположены, и так отыграется. Вы все разные. Кто-то в паре и в браке, да, ругается постоянно, никак договориться не может. А кто-то, например, ругается со своим родственником, либо со своим там начальником, коллегой. Но отношения однозначно улучшатся. Это произойдет одним днем, именно днем. Не утром, не вечером, а именно днем. Какая-то ситуация, какой-то, может даже разговор. Но мне больше идет как ситуация, вы вот друг на друга посмотрите, сядете, обсудите и поймете, что вы вместе сила, а врознь, конечно, тяжело. И да, будете объединяться и вместе что-то будете делать, и это очень укрепит ваши взаимоотношения. В это будет сложно поверить, и, как говорится, назло вашим злопыхателям, но отношения не разрушатся, вы не разругаетесь, вы не разбежитесь, не разойдетесь, друг от друга не отвернетесь, а наоборот укрепите свои отношения. Так, с левой стороны пустое,
пустое, что-то пустое, как пустая мисочка, пустая емкость, да, прям совсем пустая. Давно пустая, давно мне ничего не было. Видите мужчину, который начинает ее наполнять. Знаете, как мужчина во что-то вкладываться будет, во что-то пустое будет вкладываться. Ну, либо заниматься тем, чтобы наполнять пустое. Даже без вашей просьбы. Как сам поймет, либо до самого дойдет. А может быть, у него раньше не было возможности, а теперь возможность появится. И вот он в эту пустую мисочку начинает, знаете, по копеечке, может быть, да, по какому-то одному предмету накладывать, дальше больше. Мисочка наполнится, точно наполнится. Емкость пустой не останется. Не сразу вы это увидите, но как увидите, обрадуетесь. Мужчина вкладывается. Может, в семейный бюджет начнет вкладываться. Да, а может быть, во что-то другое. Но вам тоже будет это очень приятно. Так, здесь Божья коровка вышла. На самом деле Божья коровка очень классный знак. Когда появляется Божья коровка, всегда приходит удача и везение. У вас с левой стороны. Здесь есть люди, которые эту Божью коровку пытаются остановить, но она очень большая, и она движется к вам. Кто-то, знаете, как палки в колеса ставит. Либо кто-то так повлиял на вашу жизнь и влияет в сегодняшнем дне, что в вашей жизни не было ни удачи, ни везения, ни радости. Вот какие-то конкретные люди. 2-3 человека. Может быть, они в сговоре, а может быть, каждый действует по-своему, со своей стороны. Но, в общем, они были серьезной помехой. Но коровка большая, да, Божья коровка большая, до вас точно доберется. И ваша удачка, обещанная вам свыше, точно в вашу жизнь войдет. Причем это случится в самый неожиданный для вас момент. Вот прям совсем не ждете, даже об этом не думаете. Здесь большое везение, здесь большая удача. Видите, какая большая коровка. Так что повезет, так повезет. Давно так вам не везло. Кому-то вообще, в принципе, в жизни так никогда не везло. В чем-то очень важном, стратегически важном, либо судьбоносно важном. В этом вам очень повезет. Так, еще вижу птицу с одним очень длинным крылом. То ли вы давно оттуда вестей не получали, то ли давно связи с человеком не было. Одно крыло нормальное, второе какое-то гипертрофированное, длинное. И еще по таким птицам могут отыгрываться моменты, когда, ну, например, вам что-то передают, да, могут там послание передать, записочку, посылочку, что-то, да, вам передают, и оно теряется. Ну, допустим, через кого-то передавали, человек это потерял, долго не мог найти, там прошли месяца, годы, нашел и вот наконец-таки к вам привез. Либо на почте, да, там искали годами, нашли и наконец-таки к вам эта посылочка через года приходит. Ну, может и не через года, может там недели, месяца, но долго это было. Слушайте, вы этой птице так обрадуетесь, словно бы вы ребенок, который получает самую желанную игрушку. Тут и страх уйдет, и обида уйдет, какие-то претензии уйдут, и негативные мысли уйдут. Но поймите, что человек был не виноват, да? Человек вам передал, отправил, ну, послал весть, да, но кто-то потерял, либо где-то оно само потерялось. А может быть, вы какую-то посылку действительно заказывали, может, где-то покупали, там, в другой стране, допустим, и так и не дошла до вас эта посылка. Дойдет. Вот, пожалуйста, птица с очень длинным одним крылом. Крыло, которое длинное, влево смотрит. То есть долго шла. Ну ничего, найдется, придет, дойдет. Вы и в почту опять поверите, и плохого думать не будете. Так, я еще вижу мужчину. Мужчина с бутылкой, но вместо бутылки он в рот соску. Как это, пустышку, да? Пустышку. Мужчина, ну, либо попытку сделает, давайте так, это же общее у нас, либо попытку сделает, либо конкретно откажется от алкоголя. Может быть, даже чем-то другим будет заменять. Ну, допустим, мужчина там пил, курил. Вот он отказывается от алкоголя, но продолжает, например, курить. Ну, либо он, в принципе, отказывается от алкоголя, но что-то другое начинает. Там, может, энергетики, да, на энергетики переходит. Ну, как
Еще не совсем вот прям все он от всего избавился, но чем-то заменяет. Но это хорошая попытка, и если его поддержать, этого мужчину, то, поверьте, у него все получится. Бросит. Не сейчас, со временем. Ну, потому что тяжело ему будет. Тяжело, и, понимаете, эти дурные привычки, они же ведь... Это так, со стороны кажется, что легко от них избавиться. А если человек хронически пил много лет подряд, то, конечно, очень тяжело. Хотя стремление замечательное. Здесь поддержка нужна. Вы, скорее всего, не поверите в его искренность. Да? Возможно, не первый раз он там бросает. Но, тем не менее, в этот раз он действительно хочет этого. И надо поддерживать. И быть помягче к его срывам. Потому что срывы точно будут. Вот. Ну, не все так сразу, девочки, как хотелось бы. Так, а здесь какое-то упрямство. Причем упрямство ваше. Здесь бараньи рога, причем двойные бараньи рога. В каком-то деле, либо в какой-то ситуации вы проявите несвойственное вам упрямство. Вы сами не знаете, что вы способны быть таким упрямым человеком. Не могу сказать, в чем конкретно, вы все слишком разные. Но это упрямство, оно вам выигрыш принесет. Либо принесет действительно тот результат, о котором вы мечтали. Ну вот не зря вы упрямитесь. Своего вы точно добьетесь. Смотрите, как у вас все тут славно получается. Здесь человек прогнулся, здесь вы упрямство проявляете и выигрышей оказываетесь. Молодец, вы молодец. Вы молодец. В себя начинаете верить. Это хороший знак. Так, дальше. Резкий поворот. С кем-то в отношениях у вас будет резкий поворот. Очень резкий поворот. Кого-то пошлете. Так и скажете, пошла вон, либо пошел вон. Человеку запретите к себе приближаться. Человеку запретите присутствовать в своей жизни. Одномоментно с кем-то порвете связь. Но этот человек уже напрашивался, много раз напрашивался, провоцировал эту ситуацию. И знаете, как под горячую руку вам попадется этот человек. В очередной раз с очередным своим, значит, негативным этим действием. И вы уже больше терпеть не станете. Ну, вы сознательно понимаете, что давно было пора послать. Но вот именно сейчас пошлете. И пошлете, кстати, вовремя. Потому что у человека за пазухой вот такой огромный камень в отношении вас. И человек уже готовился этот камень кинуть прямо вам в голову. А вы вовремя пошлете. Тем самым и от этого человека избавитесь, и от этого огромного камня в голову избавитесь. Этот человек со злости вам все расскажет. Все расскажет, что хотела, что планировали для вас, как вас там не любят, ненавидят, как вам там отомстить за что-то хотят. Вы ужаснетесь, еще больше разозлитесь и еще там чего-нибудь покруче скажете. Но главное, что вовремя. Вовремя это все произойдет. Так, резко. Кто-то резко куда-то поедет. Вот просто сорвется и поедет. Здесь либо какая-то острая необходимость, ну, либо какая-то крутая возможность. И так можно прочитать. Вот прям в один момент, ну буквально. Вы утром проснулись, ничего не предвещает. И тут там в течение 10 минут вы собираетесь, и все. Выбежали из дома, куда-то поехали. С кем-то будете ехать, не одна, не один. С кем-то едете. И дорога у вас, кстати, очень светлая. Что бы там ни было, какая бы причина ни была, но дорога светлая, все хорошо закончится. Резко. Кто-то резко сядет за учебники, скорее всего, учебники, что-то учить резко начнете, чем-то заниматься, вот как знание, наука, изучение какого-то нового предмета. Резко. Тяжело, по ночам будете заниматься, скорее всего. Бессонные ночи. Ой, тяжело вам придется. Но тут тоже необходимость идет. То ли вам... Ну, это либо с работой связано, либо с улучшением вашей жизни связано. Опять же, вы все разные. Но за учебниками точно будете сидеть. И именно вот как-то по ночам, ночное время мне идет. Ну, понятно, видно, не будет хватать времени. И ночью будете заниматься. Ну, знаете, я так вам скажу. Вы, опять же, человек, да, по двойным рогам, целеустремленный. А вы учите. Как бы тяжело вам ни приходилось,
Опять же, нет специальных условий, чтобы вы нормально учились, но вы выучите. Вот ту информацию, которая вам нужна, вы не только усвоите, но вы ее еще надолго запомните и даже как-то применять постоянно будете. То есть вам это прям в плюс-плюс идет. Так, с левой стороны. Ключ сломался. Ключ. Здесь какой-то человек подбирал ключ к вашему сердцу. И ключ сломался, а ваше сердце сломался. Но вы не сильно расстроитесь. Скорее, наоборот, обрадуетесь. Я так понимаю, что этот человек вас донимал своим вниманием, либо человек, не вызывал доверия, допустим. А может быть, это какой-то возвращенец, да, который пытался второй шанс попросить, а может быть, и там третий, 10. Сломается ключ. У человека не достанет сил подобрать к вам этот ключ, да, открыть ваше сердце. Вы так и не откроете сердце. И человек не выдержит, знаете, как сдается. Ключ сломался. Как последняя попытка, может быть, да? И причем очень неудачная. Сердце вы свое закрытым держите, ключ сломался, человек уходит. Может быть, кто-то клинья подбивал очень нагло в вашу сторону. Может, действительно домогался человек. Тут и женщина могла мужчину домогаться. И ключ сломается. Все, это все. Больше не будет к вам приставать. Не будет. Даст вам покой. Ну, а вы как-то и не против, даже рады этому моменту. Видно, человек прям совсем вам не нравился. Так, поднимаемся выше. Очень худая змея яйцом подавилась. Да. Но это что-то с вашими недоброжелателями случится, да? Недоброжелатели, которые, видно, очень жадные, алчные, все больше и больше хотели. И прям, яйцо — это деньги, это прибыль, это возможности. Давится змея яйцом, и все, подавится. Больше не захочется, либо больше не сможет она эти яйца есть. Но здесь оказия, с одной стороны, вот такой случай, да, невероятный. А с другой стороны, в принципе, все законно. Не надо быть таким, не надо быть жадным, не надо быть плохим. Вы не сразу об этом узнаете, со временем узнаете, причем от кого-то узнаете. Туда ей дорога этой змее. Как-то все, знаете, логично сложится. Узнаете, порадуетесь. А вообще вы заметите, что эта змея как-то пропала с ваших радаров, как-то меньше стало ее гораздо, да, и не замечаете, не видите и не думаете о ней, потом узнаете, что вот подавилась от своей жадности. Но новость все-таки будет приятной. Так, а здесь у меня резко кто-то на поправку пойдет. Либо вы себя плохо чувствовали, вот такое резкое улучшение, и силы вернутся, и болеть перестанет, и вот знаете, как новая монеточка вы. А у других отыграется кто-то из ваших знакомых, за кого вы очень переживали, резко человек пойдет на поправку. Вы, возможно, даже изначально переживать будете, но потом поймете, что да, действительно, человеку лучше. Здесь порадуетесь. Собака. Красивая собака, очень породистая. Либо вы будете приобретать, либо вы в подарок получите. Это у одних отыграется, а у других какой-то новый друг, подруга. И человек непростой. То ли человек богаче, чем вы, то ли действительно как к другому кругу принадлежит. Но вы дружить хорошо будете, славно будете дружить. А если собачку заведете, хорошая собачка, верная собачка, как член семьи вашей станет. Да, может быть, вы хотели собачку, да денег, например, не было, да, сейчас собачки стоят, ого, сколько. Но вижу рядом с вами с правой стороны. А если друг, еще лучше, да? Человек непростой, но к вам очень хорошо будет относиться. Так, в венце ангела показывают. И показывают два события.
Одно событие лично ваше, скорее всего, то, что вы просили, мечтали, хотели, у небес просили. А вот второе событие, оно как для всех людей. Ну, допустим, для всех людей в семье, для всех людей в вашем городе, либо в вашей стране. Два светлых, позитивных события. Вот ангел рядом, ангел. В загаданный срок два очень хороших события произойдет. Одно для вас, а второе для всех людей. И также и для вас. Ну, будет чему порадоваться, будет чему удивиться. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.